И еще на тему международных отношений. На неделе в Коми побывала делегация из Узбекистана. Партнерство с этой ближневосточной страной у нашей республики не то чтобы давнее. В прошлом году наши предприятия представили свою продукцию на международной промышленной выставке «Иннопром. Большая промышленная неделя» в Узбекистане. А в этом году, в мае, в Москве представители Коми ознакомились с лучшими образцами узбекской продукции. О перспективах сотрудничества в нашем интервью с генеральным консулом Узбекистана Алишером Бабаевым. Алишер Мамажонович, вы у нас в первый раз в Республике Коми. Какие ваши вообще впечатления и какова цель визита? Какая цель нашей поездки прежде всего? Это было ознакомительно в плане найти точки соприкосновения. Так как генеральный консульство Республики Узбекистан, который в Санкт-Петербурге находимся, у нас 11 областей, это весь Северо-Западный федеральный округ, который уходит, в том числе Республика Коми, мы хотели найти интересующий вопрос, который могли бы дальше развивать и взаимодействовать с Республикой Коми, с Узбекистаном. Это, во-первых, вопросы, это экономические вопросы, экспортные поставки, допустим, образование, также промышленность. У нас сейчас много занимается вопросами представительства агентства по внешней трудовой миграции, который находится в Санкт-Петербурге, представительство. Они тоже совместно с нами проводим, как они занимаются организационным набором трудовых мигрантов. А сейчас вот во время правительства тоже мы некоторые моменты обговорили. Мы хотели вот найти точку соприкосновения и оказать содействие Республике Коми в нахождении соответствующих наших партнеров или какое государство попросимо хотя бы это помочь. Вот вы отметили сейчас про вопросы миграции. Как, на ваш взгляд, в России, в частности в Коми, реализуется государственная программа в сфере миграции? Мы сейчас вот буквально сейчас поговорили в этом по вопросам представительства по миграции, но ответили, что здесь много наших граждан, оказывается, в таком большом количестве находится, малая часть, которая здесь находится, но и то они соблюдают закон страны пребывания. В принципе, очень много положительных отзывов о них ведутся. Мы тоже хотели помочь в этом вопросе нашим гражданам, которые здесь находятся. Мы как со своей стороны, как консульство, оформляем паспорта, продлеваем водительское право. Если какие-то вопросы нужны, мы хотели бы тоже с ними встретиться, провести встречу с ними, показать нашу работу, ознакомить их. Мы также уже сейчас остановились, что одна из главных целей их поездки – это экономические взаимоотношения с республикой. В каких направлениях мы готовы налаживать сотрудничество? Я знаю, что у нас в Коми уже налажен экспорт в Узбекистан наших лесных пиломатериалов. Ну, у нас текстильная промышленность очень развивается хорошими темпами у нас. Но экспортно-продовольственная продукция у нас очень, да, у нас имеется выход на рынки, у нас уже кластеры имеется много. Поэтому мы видим, что у нас взаимодействие может идти по многим направлениям. Мы предлагаем провести рабочую встречу, провести при представительстве в Узбекистане, организовать визит, допустим, рабочая группа хотя бы начала, да, посмотреть, какие возможности имеются, и определиться уже, с какими экспортными поставками можно уже в Республику Коми уже проработать вопросы. Как вы считаете, в нынешних условиях, когда Россия настолько ограничена, может ли экономический подъем обратно пойти на спад? Россия – это стратегический партнер. По всем вопросам у нас идет углубление, расширение контакта, как вы знаете. Плюс у нас сейчас очень много часто приезжает делегация в Российскую Федерацию. То есть по всем вопросам решаются проблемы. Я не думаю, что у нас какие-то, может быть, у нас, наоборот, есть интерес, взаимный интерес. Мы сейчас с вами находимся в Доме дружбы народов. Вам уже объяснили, рассказали, что Коми – это многонациональная республика. У нас проживает более 100 представителей народностей. Узбекистан точно такая же многонациональная страна. Как у вас взаимоотношения складываются между народностями? В самой республике у нас идет, проводится большая реформа. Как вы знаете, сейчас это новый Узбекистан. Очень много реформ и очень много законов приняты. Поэтому для облегчения населения, это все делается для них, открывается очень много компаний, фирм, очень много предложений. Сейчас для молодежи тоже идут большие продвижения, такие реформы. Поэтому я считаю, что у нас идет хорошее направление. И также с соседями, которые страны, у нас идет добрососедское отношение, у нас со всеми государствами, которые рядом находятся, идет
только в хорошем темпе. Узбекистан – это постсоветская республика. Я думаю, сейчас проживает очень много русского населения. Как поддерживается культурная связь с Россией и сам русский язык? Мы проводили процесс, значит, участвовали в отправке преподавателей с России, которые не только преподаватели выезжали в Узбекистан. Это у нас в прошлом году начался такой процесс, в принципе. Много преподавателей выезжает, это для повышения квалификации по русскому языку. Русский язык сейчас тоже в Узбекистане изучается. К нам много поступает предложений со стороны граждан России, преподавателей, которые хотят обучать русскому языку. Поэтому тоже помогаем им, направляем предложения. При поступлении положительного ответа мы уже дальше начинаем работу с ними. Узбекистан – это теплый край, где круглый год светит солнце, а Коми – это север, где с сентября по май у нас лежит снег, но мы очень богатая республика на достопримечательности. Вы готовы рассматривать с вами сотрудничество в плане туризма? Да, действительно, есть заинтересованность, поэтому мы предложили при предоставлении к нам вопроса, допустим, заявки, допустим, мы можем проработать вопрос, дать предложение представителям по туризму. В случае положительного ответа, я думаю, вопрос может даже и решиться. Почему? Потому что у нас туризм, это всегда, знаете, туризм, это каждый человек хочет поехать посмотреть красивые места, тем более, как у вас, есть таких красивых мест очень много. Народ гостеприимный, все улыбающиеся, действительно жизнерадостные. Я заметил у вас, и вот мы так как первый раз сюда приехали, это город, такое приятное впечатление было, приятный городок. Вот наше первое впечатление, почему говорю, потому что и вот я заметил, все многие красивые, у нас красивые люди находятся. Действительно, вот это заметил. Поэтому туризм – это такая сфера, когда человек всегда хочет куда-то поехать, посмотреть новые места. Я думаю, это всегда актуальная тематика. И для нас тоже. Я благодарю вас за интервью и ждем вас в гости снова на нашей гостеприимной земле. Большое вам спасибо.